Уважаемые участники съезда, уважаемые приглашенные, для приветствия делегатов слово предоставляется директору Департамента государственной политики в сфере общего образования Министерства образования, Министерства просвещения Российской Федерации Андрею Евгеньевичу Петрову. Пожалуйста, Андрей Евгеньевич. Спасибо, Рафис Михайлович. Приветствую уважаемое собрание и искренний поклон из Москвы от имени Министерства просвещения будущего, Министерства образования и науки. Мы, вы знаете, находимся в стадии реорганизации, но эта реорганизация не может отменить тех насущных вопросов, которые все нам приходится решать. Это и строительство ИСЛИ, и подготовка школ в сентябре. И, конечно же, наши главные содержательные вопросы – это содержание нашего образования. И, конечно же, один из основных вопросов, которые сейчас решаются нами совместно, не просто решаются, но тем не менее, это вопрос, связанный с преподаванием родных языков. Я уже почувствовал и посмотрел в резолюции, есть обеспокоенность определенная в связи с рассмотрением законопроекта, который находится сейчас в Государственной Думе. Уверяю вас, что это беспокойство, оно дошло в полной мере до всех федеральных властей и власти, поэтому работа с законопроектом идет вдумчиво, и несмотря на то, что он принят в первом чтении, вместе с этим актом было принято специальное постановление Государственной Думы, в котором были прописаны параметры поправок, которые будут внесены в законопроект во втором чтении. Министерство занимается системно этим вопросом, и принятие закона, конечно, это прерогатива Государственной Думы, законодательной ветви власти. Мы же как исполнительные власти, как федеральные органы исполнительной власти, которые, скажем, формируют государственную политику в области образования, занимаемся вопросами организации преподавания и изучения родных языков системно. У нас на площадке министерства создана рабочая группа, в которую вошли ученые, представители органов управления образования регионов, основных наших регионов, где очень сильны традиции преподавания родного языка: Татарстана, Башкирии, Сахи-Якутии, Северной Осетии, Алании, других республик. И мы уже прорабатываем ту конфигурацию, те необходимые нормативные документы, те необходимые содержательные изменения, которые нам необходимо внести в стандарты, в программы, локальные нормативные акты, в приказы министерства, тем более, что теперь нам придется очень сильно обновлять нормативку министерства, потому что будет новое министерство, Министерство просвещения, и нам придется создавать приказы, которые придут на смену бывшим приказам Министерства образования и науки, в частности, о переходе учеников, об утверждении стандартов, о порядке отбора учебной литературы, о порядке утверждения издательств. Мы над этим очень серьезно думаем. Мы внимательно следим за тем, как идет и строится ваша работа здесь, на местах. И в этой связи, конечно, вот этот съезд, который проходит сегодня, в эти дни, спасибо организаторам этого съезда, Кристине Ивановне, спасибо вам, Министерству образования и науки Республики Татарстан, за то, что именно сейчас, сразу после окончания учебного процесса ЕГЭ, наши учителя татарского языка задержались, приехали сюда, в Казань, из разных, из 30 с лишним регионов, приехали в Казань, и вы здесь обсуждаете те подходы, те проблемы, как нам лучше устроить изучение нашего одного языка.
Поэтому я думаю, что наше движение будет, понимаете как, не то, чтобы навстречу друг другу. Мы как бы не расставались сильно, мы будем вырабатывать эти решения, двигаясь вместе, сообща, не допуская каких-то перегибов. Это так, мы будем действовать так, как, в общем-то, всегда было свойственно нашим татарским коллегам. Я каждый раз, Рафис Тимирхан скажет о том, что я каждый раз подчеркиваю о том, как с умом и как-то хорошо устроены разные вещи здесь, в Татарстане. Вот. Уверен, что и преподавание родных языков, татарского языка, мы таким же образом и организуем. И совсем последнее, что я хотел сказать. Совсем недавно, буквально полторы, может быть, недели назад, единственный штатный сотрудник Министерства просвещения, назначенный указом президента Ольга Юрьевна Васильева, в Министерстве просвещения на сегодняшний день строго юридически работает только один человек, министр. Значит, вот она проводила встречу с руководителями наших основных предметных ассоциаций. И она инициировала создание координационного совета ассоциаций предметников, разных предметников, физиков, историков, географов, ну и так далее. Вы знаете, вы сами, наверное, входите в эти предметные ассоциации, знаете, как они работают, знаете, как эффективно обсуждать некоторые вопросы в этой профессиональной среде. И мы сейчас занимаемся созданием этого координационного совета, а параллельно в рамках нашей рабочей группы по обеспечению преподавания родных языков мы сейчас начинаем работу над концепцией преподавания родных языков в средней школе. Ну, раньше говорили в средней школе, сейчас мы говорим иначе, в нашем общем образовании. Вот. И уверен, что такая ассоциация, Всероссийская ассоциация преподавателей родных языков, она также должна быть создана. У нас много общих проблем. У нас есть уникальный опыт, которым надо делиться. У нас есть блистательные методики, которые надо распространять в разных регионах. Поэтому уверен, что созданием такой ассоциации мы также вместе займемся. Еще раз поклон всем. Приветствую еще раз всех участников съезда. Съезд уже близок к завершению. Знаю, что работа очень плодотворно прошла, в том числе и в районе Татарстана. И уверен, что наша встреча будет взаимно полезна, принесет большую пользу развитию нашего образования, а в конечном счете детям и их родителям, детям, ради которых мы работаем. Спасибо. Спасибо.